В Джейрахской школе на 101-м участке избиратели самых разных возрастов, взяв с собой паспорта, приходят для того, чтобы отдать законный голос. Только за первых 2 часа проголосовало более 150 жителей. Всего ожидают более 600 человек. Очень даже наглядно хорошо дают власть. Как никто не ожидал, что дух Бога. Каждый из голосующих имеет свои требования к потенциальному кандидату, но объединяет их одно – желание улучшить состояние своей республики. Сегодня пришла реализовать свое право избирательное, потому что считаю, что выборы, местные выборы – это, наверное, одни из самых важных моментов, которые могут происходить. Дело в том, что человек, за которого я сегодня отдала голос, это настоящий патриот своего народа, настоящий патриот Ингушетии. Он очень любит свой народ, любит место, в котором вырос, родился. И я уверена, что он очень много сделает хорошего для жителей этого села, этого района и вообще для всей Ингушетии. Буду голосовать за, как мне кажется, достойного кандидата, чтобы чаяние народа, как говорится, заботился о нас. Вот самое главное. Жители сельского поселения Джейрах могут выбрать одного из 23 представленных кандидатов, которые выдвигаются от 4 политических партий. Условия у нас все созданы. Как видите, интернет у нас очень хороший. Все нам необходимые средства, связь, все установлено. Мы пока ни в чем не нуждаемся. Питание у нас организовано, подвоз людей у нас есть. Абсолютно каждый имеет право на голос, говорит закон Российской Федерации. Дедушке Идрису Евкурову 90 лет. К нему приехали на дом и вручили от главы Ингушетии корзину с фруктами. Он один из самых старейших жителей Джейраха. Приехать и собственноручно поставить галочку напротив инициала выбранного им кандидата и отпустить бюллетень в прозрачную урну он не может по одной причине. Мужчина полностью ослеп 23 года назад, поэтому за него это сделает сын. В сельском поселении Альгети выборы проходят на 105-м участке. Никаких нарушений и неприятных казусов здесь не было. Комиссия из 5 человек ведет свою работу. С утра уже проголосовало более 20 избирателей. На участке созданы все условия для проведения выборов. Все для избирателей. Безопасность в первую очередь, комфорт. Есть комната матери и ребенка, есть молитвенная комната, столовая. В этом участке представлено 13 кандидатов из 3 политических партий. У избирателей с этим не возникает никаких вопросов. В ходе голосования у жителей возникают самые разные вопросы. Например, многие интересуются анонимностью голосования или при заполнении бланка лучше ставить крестик или галочку. На эти и другие вопросы отвечают члены избирательной комиссии. 3-й избирательный участок по Джейрахскому району находится в сельском поселении Гули. Он также соответствует всем требованиям для голосования. Есть медперсонал и сотрудники правопорядка, которые находятся и внутри помещения, и на улице. Также на случай сбоя электроэнергии стоит генератор. Комиссия состоит из 4 человек. По списку избирателей у нас 326 избирателя. Проголосовало на этот час 132 человека. Но ожидаем высокую явку, 98%, думаю, будет. После 16:00 у нас ожидается выезд на дом. У нас поступило 2 заявления для голосования вне помещения. Избиратели выбрали из 12 кандидатов. Мадина Илиева знает, что активное участие в голосовании влияет на то, как будут развиваться наши города, регионы и вся страна в целом. Я уже сделала свой выбор, выбрала своего кандидата. От своего кандидата я ожидаю, чтобы он улучшил наше село, чтобы село процветало в дальнейшем.
Прийти на избирательный участок и отдать свой голос – это наше право и обязанность, как гражданина. Ведь принимая в этом участие, мы имеем возможность выбрать представителей, которые будут отстаивать наши интересы и решать важные вопросы в регионе. Мадина Цора, Султан Магушков, Новости 24.